В республике подвели итоги работы агропромышленного комплекса за прошлый год. О том, с какими результатами отрасль вступает в новый, говорили на совместном заседании агропромышленного комплекса. В 2017 году увеличено производство сельхоз- и пищевой продукции. Индексы составили по 101%. Производство мяса увеличилось на 7%, молока на 1%, зерна на 17%. Несмотря на сложные погодные условия прошлого года, Чувашия по всем основным показателям продемонстрировала рост, отметил министр Сергей Артамонов. Всего в аграрном комплексе произведено продукции более чем на 75 миллиардов рублей. В отрасли трудится более 11 тысяч человек. Активно ведется работа по поддержке малых форм хозяйств. В текущем году в Чувашии на поддержку сельхозотрасли выделяет не менее 2,5 миллиардов рублей. Как в стране, так и в республике ставку делают на развитие кооперативов. В 2018-м в виде грантов они могут получить до 70 миллионов рублей. Программа грантовой поддержки фермеров начала работать с 2012 года. За эти годы фермеры окрепли, многие из них позже заявились на гранты по семейным фермерам. Мы видим рост производства по этим хозяйствам. Сегодня мы ждем от фермеров их кооперацию в целях переработки и сбыта производимой ими продукции. Это должно усилить конкурентные позиции членов кооператива. В 2017 году было создано 24 сельхозкооператива. По итогам 2018 года мы уже сможем оценить их работу. Глава республики ставил задачу, и мы об этом говорили не раз. Кооперативы должны быть рабочие. Во многих районах из всех 100 кооперативов сегодня сдают отчетность всего около 20. Значит, у всех остальных, если Минсельхоз они отчетность не сдают, получить господдержку будет невозможно. Надо не просто, вот вы все постарались вместе с вами открыли, теперь надо добиться, чтобы они, если даже нулевые отчеты, но сдавали, для того, чтобы они в любое время могли заявиться. Одной из важных задач является переработка произведенной продукции растениеводства и животноводства максимально на территории региона. Добавочная стоимость должна формироваться и оставаться в регионе. Сегодня предприятиями пищевой промышленности республики перерабатываются практически все виды произведенной в республике сельхозпродукции. В данной отрасли трудится 10 600 человек, производится 18% от общего объема продукции обрабатывающих организаций. Республика заняла 11 место в России и 2 в Поволжье по производству картофеля. Показатель неплохой, но фактически в прошлом году наши аграрии выполнили план Минсельхоза страны лишь на 91%. В 11 районах валовый сбор картофеля снизился. Для аграриев республики по-прежнему остается острым вопрос низких закупочных цен на молоко. Причины – потоки контрафактного сухого молока. Производители закупают это дешевое сырье, а сырое молоко остается невостребованным. Чтобы стать конкурентоспособными, нужно улучшить качество молока, подытожили на встречу. Сегодня Минсельхоз России ставит задачу модернизации молочной отрасли, которая должна быть нацелена на стратегию использования цельного молока. Мы рассчитываем, что дальнейшая работа с техрегламентами и правильная работа с потребителем позволит ориентировать покупателей на качественную молочную продукцию, выработанную из цельного молока. Не цена определяет всегда качество. Что здесь хочется добавить? Те районы, где есть лейкоз, скоро будет проводиться регионализация, и, скорее всего, нам скажут, так как у вас регион неблагополучный, вывоз с территории Чувашской республики могут запретить. А мы 150-200 тысяч тонн ежегодно вывозим, и из-за вот этих вот 4 районов, те районы, вы знаете, Порецкий, Алатырский, Комсомольский, еще один район забыл. Вот эти 4 района с лейкозом надо избавиться. Здесь вопросы и к ветслужбе, постоянно вот эти протоколы, предписания и так далее. Вот это вот время прошло. Здесь и... Каждый год республика на сельское хозяйство выделяет немалые средства. Причем форму поддержки самые разные: льготное кредитование под 5% годовых, лизинг, субсидирование затрат на строительство теплиц, молочных ферм. В приоритете развитие семейных ферм, а также поддержка начинающих фермеров. Кроме этого, АПК в ближайшее время должны постараться занять новые рынки сбыта продукции. Руководители организации агропромышленного комплекса сказали, что не внедряемы в наших условиях, но по факту мы видим, все мировые технологии в сельскохозяйственном производстве, пищевых перерабатывающих предприятиях внедряются, и практически производительность труда растет, и уровень заработной платы, если взять в целом агропромышленном комплексе, динамики тоже с ростом. Это позитив для тех, кто работает, это уверенность вселяет практически для тех, кто
хочет работать в сельскохозяйственном производстве. Я выражаю всем вам слова благодарности за то, что на самом деле ответственно подходите к выполнению своей компетенции, к выполнению своих прямых функциональных обязанностей. Но в то же время каждый из вас понимает, и мы прекрасно понимаем, цель ваша – это получение прибыли. Соответственно, агропромышленный комплекс сегодня, ведя свой бизнес, получает прибыль. Есть отдельные вопросы по отдельным видам сельскохозяйственной продукции, где цены циклично так играют на них в течение года, в течение календарного года. А так, если в целом взять, вспомнить чуть-чуть историю, мы помним, сельское хозяйство на самом деле было развалено. Вот президент Российской Федерации с числа 4 национальных проектов включил и развитие агропромышленного комплекса. Помним, да, 2006 год. Это АПК, здоровье, жилье было, соответственно. И эти проекты развивались, и на это средства выделялись, огромные средства выделялись. Образование еще было. И если взять в целом в республике, сколько привлечено инвестиций, Сергей Геннадьевич, как докладчик, выскажет, это десятки миллиардов рублей. Не только крупные хозяйства привлекали эти средства, привлекали и привлекают практически эти средства и малые формы хозяйствования. Это и кооперативы, это и крестьянско-фермерские хозяйства, это и личные подсобные хозяйства. Касаясь личных подсобных хозяйств, практически, вы знаете, я еще раз могу сказать, почти 27 миллиардов рублей привлечено средств для того, чтобы механизировать ручной труд. Производительная техника позволяет проводить в сжатые агротехнические сроки все работы, которые касаются ведения земледелия. А в конечном итоге продукция получается качественная, и эта качественная продукция, экологически чистая продукция, востребована потребителями на рынке, на потребительском рынке. И касаясь уже конечной цели, вы знаете, эти цели перед вами стоят, я в своем послании тоже поставил задачу, продавать надо продукцию на экспорт. Вот 20 миллионов долларов по итогам прошлого года будет, это значимый показатель, если взять процент от общего экспорта продукции и промышленности, и химической там промышленности, сельское хозяйство занимает достойное место, это 10%. Представители аграрного комплекса в расширенном составе собираются не так часто. Впереди еще и посевные. В ходе рабочей встречи обсудили перспективы развития отрасли, задавали вопросы, заслушали доклады руководителей районов.